Друзья, приветствую всех. Берзлой всем ассаламу алейкум. Тут у меня постоянно спрашивают одни и те же вопросы, якобы не знают, кто убил Анзора. Кто убил Мансура Старого? Кто заказывал нападение на Тумса? И кто убивают чеченцев и мусульман в целом по всему миру каждый божий день? Я хотел бы ответить раз и навсегда всем чеченофобам и лжепатриотов моего славного непокорившегося врагу уже сотки тысяч лет бедного народа, который продолжает свою борьбу за независимость по сегодняшний день и платит за свою свободу неизмеримо огромную цену в виде самых лучших сынов непокорившихся врагу, хотящих жить свободно и независимо от кого то ни было кроме Аллаха. Друзья, итак, вы говорите, что ваши генералы якобы говорят нам: не сувайте ваш нос в наши дела, сидите тихо и не высовывайтесь, иначе с вами будет то же, что и с нашим братом Анзором из Вены. Но вы забыли, что волки никогда не будут жить как шакалы и что орлы никогда не будут жить как вороны. Вы забыли, что мы не холопы, дабы периодически бить палкой по голове и затыкать нас. Вы забыли, что мы не рабы и что с нами вам придется считаться как равными себе людьми. Вы не берете урок с прошедших недалеких времен, продолжаете геноцидить мой славный народ, пытаясь заставить его склонить головы перед самим сатаной, передав все святое стать Иванами. Иванами, у которых нет своей истории, чести, культуры, традиций, обычай, без морали, без совести и чести, и самое главное, нет идеи. Сколько лет прошло со дня очередного геноцида чеченского народа? До вашего За 25 лет вы не сумели построить равные возможности для миллионному количеству людей Российской Федерации. Вы прекрасно поняли, что запоить нас как стадо овец не удастся, как и основную массу людей, проживающих на территории вашей страны, без своего мнения, без возможности на свой голос. Вы осознали, что пугать нас бесполезно, и взялись уничтожать нас поодиночке. Сегодня мой народ разделен на три части, из которых одну часть, треть населения вы уничтожили, другая часть находится под жесткими условиями на своей родине, а остальные вынужденно покинувших свою родину, которые осмеливаются открывать свой рот и высказывать вам истину, вы убиваете. Прям по методичке: разделяй и властвуй. Меньше. Но вы забыли, что произошло с теми, кто еще недавно лет 25 назад осмелился прийти к нам с мечом. Вы забыли, что произошло с теми, кто убивал мирных, ни в чем не повинных детей, женщин и стариков. Посмотрите на них, ведь они тоже думали, что у них всегда будет власть и что с ними ничего не произойдет. Посмотрите на тех, кто еще остался в живых, посмотрите, как они живут. Посмотрите на Ленина, что с ним произошло. А ведь говорил: Ленин жив, Ленин будет жить. Так где ваш Ленин сегодня? Аллах же вашими руками заставил вас выставить его как музейный экспонат, точно так же, как и проклятого фараона. Как же вы не опомнитесь? Вы не находите сходства с историей фараона, который утверждал, что он будет жить вечно, заставляя людей поклоняться ему, утверждая, что он Бог. Аллах ведь ясно сказал в Коране: берите урок с фараона, я оставил его вам в назидание до судного дня. Аллах дал вам власть сегодня лишь для того, чтобы испытать вас, посмотреть, в какую сторону вы будете использовать ее. Посмотреть, пойдете ли вы на пути Создателя, используя все возможности для блага людей, или же на пути дьявола, убивая и уничтожая целые народы. Аллах дал вам отсрочку лишь до определенного дня, чтобы вы не смогли оправдаться, когда будет час расплаты за содеянное в этом мире. Как же вы не опомнитесь? До вашего прихода в этот мир все, что вам досталось, было тут, и после вашей смерти тоже останется до судного дня. Мир не достанется никому. Как же вы не опомнитесь? Ведь сам дьявол, дав обещание своему Господу из-за ревности, которая переросла в ненависть к людям, делает все для того, чтобы забрать как можно больше людей с собой в ад. Аллах же прямо говорит, что сатана наихудший враг человечества. Одумайтесь, свобода навеки вечной Чеченской Республике, Ичкерия. Слава одному лишь Аллаху, честь никому. До вашего